В эфире вечерние новости. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Виновные будут наказаны. Министр экологии Якутии прокомментировал незаконный автозимник через реку Топко в Алекминском районе. Последствия возгорания на мусорном полигоне продолжают ликвидировать в Якутске. На место с проверкой выехали власти города. Не только для жителей Мирного, но и Вилюйской группы в алмазной столице откроется филиал офтальмологической больницы. Некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняты в Якутии. Согласно указу главы региона, с сегодняшнего дня по согласованию с оперативным штабом разрешается проведение основных республиканских и муниципальных мероприятий. Также конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий. Далее. Увеличивается загрузка зрительного зала до 75% в кинотеатрах и театрах, а также концертных организациях. Кроме этого, разрешается деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов. Отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной и санитарной уборки помещений. Тем не менее, организации обязаны их проводить еженедельно, но в удобное для них самих время. Также глава Якутии Айсен Николаев провел совещание с оперативным штабом Якутии. Он отметил, что в связи с повышением сезонного заболевания ОРВИ необходимо быть готовым к возможному обострению эпидситуации в республике в целом. Айсен Николаев обратил внимание Минздрава Якутии на необходимость еще более серьезного и детального подхода к лечению больных, чтобы снизить количество тяжелых и исключить летальные исходы. Айсен Николаев подчеркнул обязательность соблюдения всех оставшихся ограничительных мер. Это прежде всего масочный режим и социальное дистанцирование. Теперь о текущей эпидобстановке. За минувшие сутки 30 якутян заболели коронавирусной инфекцией, в том числе в Якутске 20, в Чурапчинском районе 5 случаев, в Мирнинском 2. По одному заболевшему в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском районах за сутки лаборатории региона провели 870 исследований на COVID-19. На сегодняшний день в республику поступило всего почти 56,5 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Использовано 98,6%. Также зампред Ольга Балабкина сообщила о продлении основных ограничений в Якутии до 31 марта включительно. В частности, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Продолжается прививочная кампания в регионе. Ожидается новое распределение вакцины от Минздрава России. А о том, как обстоят дела с распространением коронавируса в Аймиконском районе, далее в материале Светланы Поцелуевой. В Аймиконском районе эпидобстановку по распространению COVID-19 можно назвать стабилизировавшейся. На сегодняшний день у нас показатели очень хорошие. У нас идет снижение. На сегодняшний день в стационаре 2 больных и 1 амбулаторный больной. В районе проходит второй этап вакцинирования. В первую очередь прививку получают медики, педагоги, социальные работники. Я сделала прививку ковид, уже 2-я прививка. После 1-й прививки очень хорошо себя чувствовала. Никаких побочных эффектов не было. Я работаю учителем, мы непосредственно работаем с детьми в тесном контакте. Необходимо как сохранить их здоровье, так и наших учителей. Поэтому, конечно, прививку нужно делать. В Аймиконском районе сделано 505 вакцин. Первая вакцинация, первого компонента гам-ковид, да? А с 2-го компонента сделано 347. И эти дни мы планируем всем провести вакцинацию 2-го компонента гам-ковид. Аймиконский район – промышленный район. Еще месяц-полтора и начнется приток сезонных работников золотодобывающих предприятий. Медработники подготовились к весеннему заезду старателей. Первые 3 дня они проходят, сдают анализы на ИХА, ИФА, потом идут на 14 дней на самоизоляцию. После окончания самоизоляции только проходит медосмотр. Все понимают, что только продолжение выполнения профилактических мероприятий, ношение масок в общественных местах, необходимые ограничения в школах и детских садах, личная гигиена позволят уменьшить риски распространения инфекции. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера.
Виновные будут наказаны. Расследование незаконного обустройства дороги в Алекминском районе продолжается. Ситуацию на контроль взял министр экологии Сахамин Афанасьев. Правительственная рабочая группа провела объезд от Алекминска до реки Токо. Информация о ледовой переправе подтвердилась. В ходе проверки собраны фото и видеоматериалы, произведен отбор проб воды из реки. Взято объяснение у подрядных организаций. При визуальном осмотре загрязнения воды не выявлено. По результатам рейда будет возбуждено административное расследование. На этой неделе буду проводить совещание с ООО «Рудник Табарный», чтобы недропользователь принял меры по устранению выявленных нарушений, а именно убрал самовольные насыпи через водный объект река Токо. Также рассмотрены первичные материалы по составу уголовного дела, это по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, для передачи в правоохранительные органы. Сегодня исполняющий обязанности главы Якутска Роман Сорокин проверил ход работ на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту. Напомню, там ликвидируют последствия возгорания, сообщение о котором поступило 13 марта. После осмотра Сорокин отметил необходимость в дополнительной бульдозерной технике. Работы по ликвидации возгорания на полигоне ведутся в круглосуточном режиме. У нас на полигоне произошла нештатная ситуация, а именно воспламенение его. На сегодняшний день у нас задействован следующий состав специализированной техники. 5 погрузчиков самосвальной, 2 единицы бульдозерной техники и порядка 45 у нас самосвальной техники. 35, которые непосредственно возят грунт с территории города, 10 непосредственно на полигоне подвозят тот сыпучий материал, который у нас ранее был создан в накопителях. В Мирном откроется филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. На базе ЦРБ готовится к открытию офтальмологический центр, который предусматривает бесплатное оперативное лечение и удаление катаракты. Также обследование и консультацию высококвалифицированных специалистов смогут пройти жители Вилюйской группы. Какое преимущество в первую очередь получат жители Мирнинского, Ленского района и части Сунтарского района? Это получение офтальмологической помощи непосредственно на месте, то есть они не будут выезжать за пределы своих районов, только если, приезжая в Мирный, консультация специалистов, при необходимости телемедицинские консультации, что самое важное, сюда будут приезжать офтальмологические и хирургические бригады, которые будут здесь непосредственно проводить плановую оперативную помощь, это лечение катаракты. Кабмин выделил 2 миллиарда рублей на туристический кэшбэк. Напомним, третий этап программы начнется уже в марте. Условия будут прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должны составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата 20%, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбэк начисляется за поездки, оплаченные картой МИР. Деньги поступают на нее же автоматически в течение 5 дней со дня оплаты. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, новый этап программы позволит снизить стоимость около 300 тысяч туристических услуг. Региональная программа «Дети Арктики» станет частью федеральной программы по развитию северной территории. Глава Якутии Айсен Николаев обозначил основные направления действия. Она позволит развить систему поддержки детей, а также создаст условия для укрепления их здоровья. Обучение будет проходить с учетом этнокультурных и языковых особенностей. Также программа обеспечит дополнительные механизмы поддержки педагогов, работающих в кочевых школах и детских садах. Сегодня завершается первый этап зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов, после чего все карточки передаются в Департамент охотничьего хозяйства и на их основании устанавливают численность, определяют квоты и лимит добычи в следующий охотсезон. Мониторинг численности диких животных проводится по 3 категориям. Так называемая перепись осуществляется по маршрутам. В общедоступных охотничьих угодьях насчитывается 2170 маршрутов. На сегодняшний день полевая работа выполнена на 100%. Заранее запланированы схемы учетных маршрутов, то есть они располагаются таким образом, только по лесу идти. Надо, чтобы равномерно было и поле, и лес. Это делается для того, чтобы охватить все свойственные и несвойственные угодья. Исследуемые территории распределяются равномерно по всей площади района и выводится средняя численность. То есть не должно быть так, что прошелся именно по свойственным угодьям, где там много косули, а потом в последующем при камеральной обработке уже не такие точные данные будут.
В Сунтарском районе открыли парк лесных бизонов. Он является третьим питомником этих животных в Якутии. Ровно год назад в селе Кимпиндяй состоялась передача 10 телят лесных бизонов из питомника Усть-Ботума. В новый питомник построен администрацией Сунтарского района. Там имеется вольер для передержки лесных бизонов, завезены корма, созданы все условия для содержания диких животных в новых условиях их обитания, говорится в сообщении. Районная администрация будет финансировать все мероприятия по питомнику в течение 5 лет. В этом году республиканская спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары» будет проводиться в 2 этапа. Об этом сообщили во время пресс-конференции о ходе подготовки к предстоящим играм. Первый этап отборочный, то есть районы на местах будут проводить соревнования. Второй этап – республиканский финал. Он пройдет с 7 по 11 июля в селе Бердигистя Горного района. Напомним, что ранее соревнования проводились в 3 этапа. Теперь же в связи с эпидобстановкой 39 команд, в зависимости от количества населения и территориальной расположенности, поделят на 4 группы. В финальных играх запланировано участие более 6,5 тысяч человек. На сегодняшний день, значит, общее количество участников ожидается 1850. Но, значит, здесь хочу отметить то, что в связи с пандемией коронавируса мы вынуждены были пойти на немножко ограничить количество участников, не команд, а участников. Значит, всего будут участвовать команды по 4 группам. Значит, это центральные вузы, промышленные, две северные группы, да, значит, и первой и второй группы количество команд до 70 человек, третья группа 50 и, соответственно, четвертая группа 40 человек. Якутские спортсмены продолжают подготовку к первенству и чемпионату России по кикбоксингу. Он пройдет в столице региона с 6 по 11 апреля. Соревнования будут посвящены 30-летию триумфа Александра Иванова на чемпионате мира. Напомним, что в 1991 году именно воспитанник якутской школы кикбоксинга первым из спортсменов Советского Союза выиграл титул чемпиона мира. Сейчас проходит заключительный этап подготовки к домашнему чемпионату. В состав сборной Якутии вошли 27 спортсменов, которые и будут соревноваться в 3 весовых категориях. С декабря месяца уже готовимся. В Дахсуне, вот как вы видите, в Дахсуне вот это футбольное поле. На футбольном поле мы установили 3 ринга. У нас вот есть новый спортзал, оборудованный полностью спортивными инвентарями. Так что молодежь готовится, и надеемся, что они будут проявить себя в лучшей стороны. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.